в первую очередь касается вопросов крымско-татарского народа, да, именно нас. То, что на сегодняшний день, к большому сожалению, извне нам навязывают, в нашем понимании это ложится пятно на весь наш народ. Почему мы должны участвовать в выборах? Да? В первую очередь хотелось бы сказать, что первое, что сделал в 2014 году Владимир Владимирович Путин, он реабилитировал наш народ. Мы этого ждали 75 лет. Сегодня об этом мало говорится, но это факт. Да, это факт, состоявшийся факт. Что хотелось бы еще отметить, что все народы, которые были репрессированы в свое время, в 1991 году Российская Федерация все народы реабилитировала. Хотелось бы отметить, а что мешало Украине? Да? То есть мы пережили там 5 президентов, по-моему, ни один из президентов много обещали, нас постоянно куда-то двигали, но ни один из президентов так наш народ не реабилитировал. Да? Что мы сегодня имеем по факту? По факту мы имеем, что крымско-татарский язык, он государственный, наравне с русским, украинским и крымско-татарским. Это тоже немаловажный факт. Теперь мы видим с вами, да, у нас строится большая соборная мечеть. Опять же, на ней спекулировали, да, постоянно пытались мусульман Крыма, крымских татар стравить в той или иной ситуации, в религиозной части. Да. То есть мы видим, что на сегодняшний день эти вопросы тоже решаются, и лично президентом курируется вопрос строительства соборной мечети. Мы понимаем, да, что мы в бытность, да, в ту же, опять же, украинскую. Мы видим на фонтанах школу, которые тоже там говорят, там, школа 5 президентов. Это школа Владимира Владимировича Путина, который ее взял и построил. Ее назвали в честь нашего героя Алимера Пинана. Да, тоже забытый наш был герой, к большому сожалению. Да. И мы понимали, что в ту бытность поднимать вопросы о наших героях, которые также отважно сражались в Великую Отечественную войну, они были забыты, искусственно были забыты. То есть громко вслух говорить о них, это считалось некими политиканами, каким-то позором среди нашего народа. Да? Вот. И что мы с вами имеем? Что когда, опять же, на границе с Крымом подрывают там, да, попоры, устраивают какую-то продуктовую блокаду, а кому вредим в первую очередь? В первую очередь мы вредим сами себе, в первую очередь крымским татарам наносится вред, потому что на том же столбе висит наш крымско-татарский флаг. И никто не задумывается, да, как на это смотрят все другие народы, живущие в Крыму. Почему? Потому что, да, вот когда нам отрубают свет в одночасье, у всех есть свои какие-то проблемы, кто-то в реанимации, кто-то еще что-то. Ну, много проблем, от которых люди в тот момент могли пострадать. И опять же, я повторяюсь, кто сделал крымских татар? Но я скажу так, вот возьмем с вами даже 2014 год. Но президент же пригласил так называемых лидеров крымско-татарского народа на встречу. К себе пригласил. Человек полетел. Я не хочу имена называть, фамилии мне оно не надо. И был задан вопрос, а что надо вашему народу, вот нам, крымским татарам, что надо? За 75 лет в первый раз у нас спросили, что вы хотите? В каком процентном соотношении вы хотите видеть глав администрации? Может, вам какие-то школы надо? Ну, много вопросов, которые есть у нашего народа, и они скопились, да, их надо решать. Но, опять же, некая группа лиц, она же не собрала наших соотечественников, да, джимат, не спросила, как они любят говорить, там, Курултай, Меджилис, ради Аллаха, не спросила же, вот смотрите, да, у нас спросили вот это, вот это, вот это, куда мы движемся? Никто нас не спросил. Кто-то сам для себя решил, какая-то группа лиц полетел, опять же, там, в ОБСЕ, в ООН и так далее, и начал кричать, пойдите в войска, там, Путин, да, узурпирует крымско-татарский народ. А кто нас узурпировал? Я считаю, что мы 25 лет под руководством этих товарищей мы были в узурпации. Почему? Потому что то или иное мнение она не воспринималась. Мнение всегда было навязано. Вот так и никак по-другому. И я скажу, что это было самое большое преступление, когда в 2014 году наш народ спросил президент большой страны, что вы хотите, у так называемых лидеров. И он не посоветовался с народом. То есть в первую очередь личные амбиции превыше всего. И мы на сегодняшний день видим результат. Амбиции идут по нарастающей. Оттуда кричат садхыны, продажные там, и так далее, и так далее. А что они предлагают? Оставить дома, оставить свои
участке, оставить своих детей и ехать опять куда-то в непонятную страну за непонятным будущим. Вот они кричали, завтра появится у крымских татар государственная автономия. Где она? Порошенко четко ответил, нет автономии. Ребята, хотите культурную, пожалуйста, будем разговаривать. Почему? Потому что, опять же, привыкли крымских татар использовать каких-то политических инструментов. Им не интересно, что завтра с нами будет, что будет с нашими детьми. Вот мы 25 лет как ходили, знаете, по этому Крыму, искали свою, можно сказать, землю обетованную. Но вопросы-то не решены. Кто мешал 25 лет решать? Постоянно наш народ то дороги не перекрывает, то за нас захватами занимает. То государство, которое хочет решать, оно решает. И у нас за 4 года с вами есть пример. Да, не все сразу получается, не все решается, как бы нам хотелось, как и всем другим народам. Но мы должны понимать, страна большая, и помимо крымских татар, еще много-много национальностей живет в этом государстве. Но те посылы, то доверие, которое оказал нам главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, крымско-татарскому народу, мы должны тоже ему оказать доверие. Мы сейчас поэтому должны все участвовать в выборах. Мы должны показать, что нам не безразлична судьба Крыма, крымчан, наших детей и наше будущее. Только так мы сможем, опять же, сохраняться, развиваться. И только в мире и в согласии мы можем жить. Да, и еще самое страшное, вот, не хотелось бы вот, в той риторике, в которой живут там некоторые товарищи, чтобы наш народ на это реагировал. Почему? Потому что если вот так пойти со стороны посмотреть, вот вы сейчас представьте, вы другой национальности. Куда ни ткнись, крымских татар, куда ни ткнись, крымские татары чем-то недовольны. А люди сидят других национальностей, думают, да что же им надо, да, вот там смотришь, там школа построилась, там садики строятся, в Евпатории, в Саках, в Симферопольском районе, в Кошкинке, в Каменке и так далее, да? И опять эти люди что-то хотят. Давайте перестанем заниматься политиканством. Давайте, наконец-то, мы сами должны объединиться вокруг наших идей и мыслей и предлагать государству озвучивать, что нам на самом деле надо. Вот только в диалоге у нашего народа будет процветать. А Крым-Бралики чем занимается? С 2014 года мы занимаемся тем, что мы хотим показать всем живущим народам, что мы хотим жить в мире и согласии. Çok sağ olun. Sevgili